последнее время в обществе стало принято ругать медиков из-за случаев со смертельным исходом, когда врач практически бессилен. Безусловно, случается, что халатное отношение врача или медперсонала может привести к печальному исходу. Но примеров профессионального и чуткого отношения врачей к пациентам гораздо больше. Однако большинство людей, как правило, запоминают плохое и реже вспоминают хорошее. Врачи не только оказывают своевременную, квалифицированную помощь, но и в прямом смысле спасают жизни порой самых безнадежно больных пациентов. Совсем недавно в селе Гуда, хоть в бывшем поселке Приморск, 75-летняя Валентина Найверт подвернула ногу и сломала бедро. Несмотря на то, что машина скорой помощи была на вызове, а поселок находится достаточно далеко от райцентра, врачи очень быстро отреагировали на звонок испуганного сына, который в это время находился рядом и вызвал скорую помощь. На плитке пекла блины, напряжение было сильное. И подставочку задела за спираль, и получилось замыкание, а близко к плитке этой я испугалась. А Игорь лежал на кровати здесь тоже это. Но я ему крикнула, что я упала. И все. Я только потом увидела, что моя нога так подвернута, вот это вот. Все, и что-то у меня с ногой случилось. Переломилась у меня тазобедренная кость. Мы недолго ждали скорую. И мы поехали в Гали. В Гали приехали, сразу сделали рентген. Просто моментально все как-то это было. Сделали гипс и уже повезли потом в Сухуми. Они очень все внимательны. Тимур Нукзарович Самсони, он операцию, да. Потом по фамилии я не всех запомнила. Астамур, он Ачимчирский. Еще когда я уже лежала в палате, Имзар, наш администратор, вы же, наверное, знаете его? Нет. Имзар Кутеля, да, глава администрации. Да. Он когда узнал, он сразу поехал в Сухуми увидеться со мной. Даже немножко материально помог. Я сейчас уже немножко могу передвигаться. Правда, еще тяжело. Но ногу сильно вставать месяца 2 так. Особенно нельзя. Валентина уже больше 50 лет живет с сыном Игорем Найвертом в селе Гудаахуч. Рассказывая о случившемся, сын пострадавшей пенсионерки отметил чуткое отношение медперсонала и выразил огромную благодарность врачам Галской ЦРБ и Республиканской больницы за оперативную, безвозмездную и профессиональную помощь, а также поздравил их с недавним профессиональным праздником. Достаточно быстро все это. Привезли ее в Гали, вызвали травматолога, быстро, так оперативно сделали рентген. Я даже, знаете, не успел поблагодарить вот этого парня, травматолога, насколько он тоже внимательно, так вот профессионально и гипс наложил, и обезболивающий, и у нее немножко нога успокоилась. Большая благодарность всем врачам, врачам ЦРБ Гали, врачам Республиканской Сухуми. Всем благодарность и всех поздравляю с профессиональным праздником медика. Игорь Найверт рассказал о непростой жизни сельчан, которые часто остаются без воды и света и пешком добираются до райцентра, до которого минимум 25 километров. Сегодня здесь остались в основном пожилые люди, которые живут на пенсию. Он же, рассказывает Игорь, иногда выезжает в город на заработки, но в основном люди здесь занимаются огородом и рыбачат. Несмотря на спартанские условия и отсутствие инфраструктуры, сельчане здесь очень добрые и всегда готовы помочь и поддержать друг друга в беде. Есть и приезжие, отшельники, так сказать, большая семья Семщиковых, которая совсем недавно приехала из Севастополя, но родом из Питера. Навсегда переехали? Хотим остаться здесь, да. Как отшельцы, да? Мы в некотором роде, отшельники, я священник, мы в некотором роде в уединении хотим удалиться подальше от греха этого мира. Ты здесь такое место в этом плане благодатное. Хотя не без, конечно, проблем с магазинами у нас 5 детей, мы хотим, чтобы они жили в стороне от греха, скажем так. Поэтому в этом отношении здесь природа, море, здоровье, своим трудом жить, это лучше не придумаешь.
В ЦРБ города Гал, в адрес которой прозвучало столько лестных слов от семьи Найвертов, на сегодняшний день работает как и в будние дни, так и в выходные 44 врача. По словам главврача Астамура Гамги, поток пациентов от 15 до 40 человек каждый день, не считая сезонных заболеваний. Когда в стационар поступила пострадавшая с очень сложным переломом, галские врачи оказали первую помощь, но оперировать пациентку направили в республиканскую больницу. 23 мая к нам в стационар поступила женщина с переломом бедра, многооскольчатым, винтовым. Это очень сложный перелом. Оказали всю необходимую помощь в условиях нашего стационара и была переправлена в республиканскую больницу города Сухум, где после стабилизации состояния пациентку соперировали. Хотелось бы выразить огромную благодарность бригаде врачей во главе с заведующим отделением Иваном Астамуром Алексеевичем и доктором, который вел пациентку, Самсоне Тимуром Нукзаровичем, всему травматологическому отделению за их чуткую работу и гуманное отношение ко всем слоям населения Республики Абхазия. В послеоперационном периоде мы за ней прислали машину и в благополучном состоянии привезли ее домой, где она сейчас в данный момент находится и постепенно уже возвращается в общество. Обращаясь к жителям Гальского района, хотелось бы отметить, что республиканская больница оказывает помощь круглосуточно всем, не взирая на определенные какие-либо финансовые возможности человека. Мы рассказали вам только об одном примере гуманного и профессионального отношения врачей к пациенту. На самом деле их очень много. Тех, кого спасали и, можно сказать, вытаскивали с того света. Благодаря самоотверженности, героизму и профессионализму настоящих ангелов в белых халатах. А с тем, что профессия врача одна из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на Земле, никто не поспорит. Переоценить тех, кто сражается за здоровье и жизнь людей, невозможно. Хотелось бы поздравить всех сотрудников здравоохранения Республики Абхазия с профессиональным праздником, который в этом году отмечался 18 июня. Пожелать творческих успехов, карьерного роста, чтобы все то, что они по профессиональной линии загадали, достигло своего финиша, здоровья, конечно же, несокрушимого. И самое главное, чтобы не было прогорания в рабочей деятельности, чтобы никогда не разочаровывались в той профессии, которую они избрали, чтобы работа приносила эмоциональное удовлетворение, и каждый сотрудник шел на работу с неиссякаемым желанием помочь человеку. Великий древнегреческий философ Сократ сказал: «Все профессии от людей, и только 3 от Бога – педагог, судья и врач». Поэтому стать хорошим педагогом, справедливым судьей и ответственным врачом может не каждый. Особенно это правило касается людей в белых халатах, которые считают избранную ими профессию врача призванием. Анжела Убилава, Илона Микава, Борис Цацуа, Гал Медиа.